Внешнеполитическая ситуация не может не оказывать влияния на настроение людей. Военная спецоперация России на Украине, санкционное давление на нашу страну со стороны Евросоюза, Соединенных Штатов Америки и других стран вносят изменения в нашу жизнь. Как реагируют жители Чувашии на все происходящее? Что их сегодня больше всего беспокоит? Где брать достоверную информацию и у кого искать ответы? По существу поговорим с заместителем руководителя Центра управления регионом в Чувашской республике Алексеем Беловым. Алексей Георгиевич, здравствуйте. Добрый день, Татьяна. Скажите, пожалуйста, как переформатировалась работа Центра управления регионом в связи с последними событиями? Но сказать, что она переформатировалась, нельзя. Мы как работали, так и работаем по обращениям граждан в социальных сетях, на портале госуслуги. Она скорее приобрела, может быть, немножечко другой характер в плане вопросов, которые они задают. В целом, как ЦУР занимался, так и занимается отработкой обращений граждан, выявлением информационных угроз. Мы постоянно снабжаем органы власти своими аналитическими продуктами по тем или иным вопросам. Недавно еще постановлением правительства на нас возложена работа по опровержению фейков, в том числе, поэтому мы вот этой работой так и занимаемся. Что касается работы в социальных сетях по обращениям граждан, действительно поменялось немножечко топ обращений. Если у нас в начале года еще в числе первых был коронавирус, сейчас, безусловно, в связи со всеми теми событиями, о которых вы сказали, вышла на поверхность социально-экономическая составляющая. В частности, это вопросы ценообразования, вопросы тех или иных продуктов, которые необходимы. Вот эти вопросы, они превалируют. По поводу сахара. До сих пор сейчас продолжаются обращения. Мы уже говорим об этом, достаточно продолжительное время. То он пропадает с полок, то стоит каких-то баснословных сумм. Вот такие вопросы на сегодняшний день существуют? Есть еще такие вопросы. На прошлой неделе мы их фиксировали. Где-то порядка 80 вопросов поступило именно вот по наличию тех или иных продуктов. И на самом-то деле мы стараемся максимально быстро на них отвечать. И в том числе сейчас активно работаем с органами власти по проведению прямых эфиров, в том числе в социальных сетях, по направлениям, которые людей волнуют больше всего. А по поводу ажиотажа в магазинах, только сахара и круп касаются вопросы, которые задают люди в социальных сетях, или каких-то других продуктов тоже? Что фиксируют люди, могу сказать, это вопросы были, по крайней мере, по бумаге, мы тоже их видим, да? Вопросы по определенным овощам, по лекарствам, тоже мы фиксируем эти проблемы, которые люди задают. И по мере силы возможностей мы отрабатываем все эти вопросы, отвечаем, чтобы ни один вопрос, прошу прощения, не остался без ответа. То есть вы обрабатываете эти вопросы, запросы от жителей региона и направляете их, получается, в органы власти? Да, мы направляем их, как обычно, на обработку и стараемся, чтобы максимально быстро человек получил ответ на свой вопрос для того, чтобы, по крайней мере, эта проблема у него как-то закрылась. Но в связи с последними событиями вот это ваше взаимодействие с органами власти, она тоже как-то видоизменилась или все осталось по-прежнему? Что запросов больше все-таки? Видоизменилось, может быть, только количество сообщений в тех или иных социальных сетях. Как мы знаем, у нас сейчас Инстаграм, Фейсбук, Твиттер не работают. Эти площадки у нас ушли. И видно, что люди активно начинают обращаться таким же образом в наших социальных сетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, где мы работаем. На самом-то деле жители Чувашии уже привыкли, что власть им отвечает в социальных сетях, и поэтому вот этой площадкой, которую мы обрабатываем, они уже активно пользуются. Поэтому у нас практически особого сильно какого-то снижения запросов в социальных сетях не замечено. Изменился, как я уже сказал, характер, тематика, но взаимодействие осталось таким же. Многие сейчас поменяли социальные сети, многие ушли из Инстаграма и из Фейсбука, и Одноклассники, и ВКонтакте — это немножко другой формат. А вот как там работать с людьми, получать реакцию от них?
ВКонтакте, Это немножко другое? нет, это на самом-то деле наши социальные сети, они таким же образом подключены к нашим аналитическим сетям. То есть, когда человек задает в группах популярных ВКонтакте и в Одноклассниках тот вопрос, который он хочет задать, мы таким же образом берем его, обрабатываем и даем ему ответ в том же паблике, в котором он этот вопрос задал. На самом деле, для нас не принципиально было никогда, в каком из пабликов работать. Мы все эти 4 считали как за один из методов и точек входа по поводу вопроса гражданина в органы власти. Просто сейчас большая часть проходит в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Угу. А если брать статистику, раньше все-таки вы отмечали, что очень много вопросов по жилищно-коммунальному хозяйству к вам поступало от людей. Зимой это было, зимой не убирали снег, на это жаловались больше всего люди. Сейчас вот эта тенденция немножко снизилась по ЖКХ, по какому-то благоустройству. Жалоб людей в этом плане стало меньше? Они немножечко ушли в топе. То есть жалобы на самом-то деле остались. Вообще в целом с января 2022 года порядка 10 тысяч жалоб к нам поступило. Мы видим, что количество это, по крайней мере, по сравнению с прошлым годом, выросло. Топ изменился. То есть вот пятерка самых больших запросов. В большей степени людям сейчас, как я уже сказал, волнует их именно ситуация с продуктами, с ценами. На эти вопросы мы стараемся обращать больше внимания. Вопросы по ЖКХ тоже остались. Просто они немножечко вниз ушли уже. Если оставить тему ценообразования на социально важные продукты и отсутствие их на полках, с какими вопросами от людей ЦУР в нынешнее время столкнулся впервые? Может быть, которые люди раньше редко задавали? Стали чаще задавать еще вопросы по вот некоторым темам, которые раньше мы не фиксировали. Например, это цены на лекарства и наличие лекарственных препаратов в аптеках. Тут мы, безусловно, стараемся максимально быстро отработать этот вопрос с Минздравом и всегда даем ответ по наличию тех или иных лекарств. В целом, Минздрав Чувашии недавно прокомментировал, что ситуация у нас с лекарствами нормальная, что есть все препараты, которые необходимы на месяц вперед, даже на месяца вперед. Поэтому мы стараемся максимально эту тему доводить до жителей Чувашской республики. Что касается... Еще возникал вопрос по ценам на недвижимость. Людей тоже это беспокоит. Тут мы тоже совместно с Минстроем отрабатываем этот вопрос. Мониторят цены на основные строительные ресурсы, которые оказывают наибольшее влияние на темпы роста жилья. И тоже мы стараемся максимально этот вопрос как-то до жителей доводить. Угу. Еще очень большой блок сейчас фейковой информации в интернете. Ваша организация ЦУР как-то работает с этим? Фейковая информация в интернете – это, конечно, сейчас действительно ее большой вал. Как я уже сказал, на Центр управления регионом возложена эта функция. Мы отлавливаем те новости, которые действительно не являются достоверными, и стараемся, если жители об этом спрашивают, мы стараемся максимально быстро довести им информацию о том, как на самом деле обстоят дела с тем или иным вопросом. И здесь нужно и очень важно всем доверять настоящим достоверным источникам информации. Потому что действительно в телеграм-каналах много сейчас очень всего распространяется. Поэтому я, например, призываю верить официальным органам власти. Или, например, есть очень интересный федеральный портал, который называется объясняем.рф, на котором фактически собраны ответы на все самые наболевшие вопросы всех граждан России. На нем понятно и грамотно все изложено экспертами. Поэтому заходите на этот портал, посмотрите, наверняка ответ на ваш вопрос там уже есть. Спасибо, Алексей Георгиевич. Продолжим следить за тем, что больше всего волнует людей. Оставайтесь с нами.